Labrītiņ, šo rītiņu, šo burvīgo rītiņu. Un šis rītiņš šorīt jums nāk no Gruzijas, no skaistās Gruzijas. Uzpēsiet, katram gruzietim, no kurienes rodās vīns, katrs jums pateiks, tā dzimtene ir Gruzija. No visas pasaules šeit esot tas pirmsākums. Es esmu atbraucis 30 km no Tbilisī pie Jagu, kurš ir bioloģiski vīnu audzētājs. Sveicināti! Kā atšķirās tavas vīnogas, ko, теiksim, no visas pasaules отpazītām франчу виногам? Во-первых, отличается с тем, что у нас грузинские сорта. Грузия очень богата этим, около 500 сортов виноградников в Грузии. Мы сейчас находимся в Картли, называется, этот регион называется Картли. И в этом регионе, как обычно, встречаются такие сорта, как вот этот чинури, называется этот сорт. И что самое главное, отличается еще французским вином в том, что у нас есть свои методы приготовления вина. Наши традиционные методы. Прессование ногой, там брожение, квеври называется. Я не хочу сказать, что у нас лучше вино, чем французские, но отличие вот этим. Cik tev ir šķirnes un cik tev ir daudz tā platība, cik tev ir daudz tie vīnogi un ko tu pats ar viņiem dari? 500 сорта, это не значит, что теперь в Грузии все занимаются этими 500 сортами. Да? Это аборигенные сорта. И сейчас активно из этих 540 только. Остальные только в институтах и банках, которые хранятся все это. А что касается, что у меня два сорта, это один из сортов, который я разговаривал, чинури, и второй сорт, это горулим цваны называется. Ну, вы видите, что уже сладкий, но не так сладкий для нас, чтобы он еще не готов. Около 2 недели я хочу подождать еще, чтобы еще посладкие были. Вот когда вот этот еще коричневый станет. В Грузии все занимаются виноделием. У всех есть виноградники, у каждого дома вы встретитесь, что у них есть вино. Kā ir padomu laiki, kas ir mainījusies? Viņi uzlaboja to vīnu ražu, jeb viņi sabojāja to vīnu ražu? Я считаю, что откинули назад. А почему? Первый, в советское время не было собственности. Да? У нас были маленькие земли, которые считались нашими. Да? Там не было возможности построить бизнес. Вот все, что вы видите здесь, да, это все были колхозные земли. Колхозные земли. И тогда главное было количество, а не качество. Потому они ориентировались на какой-то сорт. Например, на один сорт какой-нибудь, который дает много урожая. Понимаете? И наши традиционные сорта, потому остались у нас только 40. Несмотря на то, что у нас вековые традиции, да, начинаем сначала. По-новому все делать. Потому что, вот, например, я в прошлом году уже посадил сорт, который был в этом регионе, но сейчас уже не существует. Это красный сорт. Es saprotu, tas tirgus, kas ir citur Eiropā, citur pasaulē, viņi nav pieraduši šim vīnam. Un tagad jums jāsāk it kā atkal no jauna, atkal izglītot pasauli, kas te ir oriģināli te bijusi.
Kur tavs vīns aiziet, kad tu esi viņu saražojis? Ну, я произвожу очень немного не то слово, очень мало. Потому что у меня виноградник всего лишь 1 гектар. Я произвожу около 1000 бутылок или начал так 1000 бутылок. У меня сейчас уже 2000 бутылок в год. Это очень, конечно, очень мало. Но несмотря на это, может сказаться необычным, но я экспортирую это вино в Италию. Наши заводы никто не продает в Италию. Итальянский рынок очень трудный, винный рынок. Это мое мнение, что у нас очень трудно, для нас будет очень трудно догонять европейским странам, как, например, Франция, Италия, Испания, по технологии, по заводным технологиям вина. Вот что самое интересное для наших итальянских покупателей, для моего партнера в Италии, это очень большая фирма Веллер называется, которая занимается вот этим экологическим чистым продуктами, в основном винным продуктом, да, что для них интересно, что наше вино, не могу сказать, что лучше всех, но необычный, понимаете? Kāda atšķirība būtams bioloģiskam ar konvencionālo vīna audzētāju? Мы очень осторожно обрабатываем эту землю. У нас все натуральное, понимаете. Удобрения только органические удобрения употребляем. Опрыскиваем только биологическим препаратом. И наши традиционные навыки, которые передали нам наши предки. Ну, например, есть зеленые операции. Когда, например, листочки надо сливать, потому что аэрация была еще хорошо, и солнце подошло для виноградника. Ну, наши предки, например, так режали виноградник, что много виноградника не было. Потому что чем меньше, тем лучше качество. Вот один из методов тоже. Mēs esam atbraukuši 2 nedēļas par ātru, kad tavs vīnogs vēl nav gatavs. Es nezinu, vai mēs tiksim atpakaļ pēc 2 nedēļām, ļoti šaubīgi. Viena lieta, ko es gan gribu novērot, kad man tās rokas, tie pirksti ir tik lipīgas, tik saldas, es viņas laizīt, ka šādu nekad tu nedabūs no tiem lielveikalu vīnogām. Не радует это слова, но есть такие виноградные, конечно, но в магазине вот чем отличается биологическое и натуральное хозяйство от конвенциональных.